Да, има ламы сокытла, которые ламы сдалла, которые осиды дождь, когда бахап сидей. Само, которые баси бары бахап. А вы говорите, а че вы можете говорить язык? Округа Бейни заполнена автомобилями представителей 5 тейпов. 100 человек из разных уголков Ингушетии и пригородного района участвовали в дискуссионной площадке. Повод для встречи – недавняя кража деталей археологического достояния. С этой башни Мурзабеков были выломаны арочные камни. Арочные камни, вот они идут снизу вверх, поднимались вот так вот. Арка была вот такая и уходила сюда на перекрытие и верхние перекрытия камней. Выхода с этого двора, здесь была арка такая вверх. И этот арочный камень, он стоял сверху. Ну, тут некоторые камни были рассыпаны. Вот. И этот камень тоже большой, где-то килограмм 70, наверное, 80 он весил. Его они скатили тоже туда вниз и там положили его, чтобы в дальнейшем унести. С этой башни был выломан арочный камень, который вот поднимался вот так вот вверх и доходил до этого места. Это уже была башня чуть-чуть подреставрированная. Здесь бетон есть, вот свежий, видите. А сам камень был старый, вот он здесь находился. И выломали тоже соседний камень. Вот так пострадала вот эта арка. Украли самое ценное – несущие камни. Арки весом до 100 килограмм – уникальные детали для сооружения архитектурной конструкции. Повторить работу по их созданию не могут и по сей день, даже имея оборудование, о которых наши предки и не могли мечтать. Кому понадобились эти экспонаты и как вообще возникла идея позариться на то, что наши предки хранили веками? Ответов на эти вопросы пока нет. Несколько дней назад услышал, что отсюда вывозят камни, разрушая башни. По правде сказать, я был растерян. Это все равно, что твое жилище грабят. Этот поступок задел каждого. Эти каменные сооружения как тыл для представителей любого тейпа. Ведь память об отце 7-го поколения связана напрямую именно с этими жилыми и боевыми башнями. Это стыд и позор для тех, кто считает себя человеком. Я думаю, неизвестными они не останутся. Надеюсь, что раскаяться о содеянном. Обманулись, видимо, наживу увидели. Для всех собравшихся пропавшие глыбы бесценны в моральном и духовном плане. А для тех, кто готов с легкостью реализовать подобные исторические находки на черном рынке, это просто наживо. Факт преступления. На видео сняли, видео у нас располагается, фотоснимки есть, видеоматериал есть. Сразу написали в прокуратуру заявление. Надеемся, что они без нашего участия определят, кто это сделал, и примут соответствующие меры. Свое гражданское расследование мы ведем. Фамилия, вот 4-5 фамилий, которые здесь живут, мы свое расследование ведем. Кое-какие достижения у нас имеются. Судя по характеру кражи, можно сказать следующее. Бени находится на склоне Столовой горы. Разбирая башню, преступники скидывали камни вниз по накатанной, после чего складывали в ряд возле охотничьего дома Мурзабековых. Затем увозили. Всего разобрали 20 каменных арок. Где-то 15 из них удалось сохранить, так как вандалы просто не успели их забрать с места преступления. Сейчас арки находятся на экспертизе. Если сами придут, скажут, что раскаиваются и весь понесенный ущерб восполнят, мы готовы простить. Мы, представители нескольких тейпов, и старшие, и младшие, как один, согласны с этим решением. Но они должны полностью восстановить, вернуть историческое наследие на свое законное место. Пока идут следственные действия, проводится экспертиза. Поимки воров и реанимирование архитектурного наследия ждет вся республика. А пока представители тейпов поставили дозорных, установили видеонаблюдение по периметру башенного комплекса. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.